وعطيوني مزهرية قالوا لي هيدي هدية من الناس الناطرين. ومشيت بالشوارع شوارع القدس العتيقة وقف عباب بواب صارت وصرنا صحاب وعينيهن الحزينة من طاقة المدينة تاخدني وتوديني. Нам, Дворцу культуры «Ровесник», сегодня очень приятно принимать гостей в наших арт-пространствах. Сегодня мы проводим еще один день национальной культуры. И сегодня у нас в гостях будут гости палестинской и арабской культуры, приглашенные гости нашего города. Мы надеемся, что время, проведенное у нас в нашем Доме культуры, будет приятным, и общение запомнится надолго. Мы рады гостям. Добро пожаловать! إني اخترتك يا وطني حبا وطواعيا، إني اخترتك يا وطني سرا وعلانية، إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني، إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني، لا دمت ستذكرني يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني. وإن بان بعيني الأسد وإن صارت صبحاتي مسد، دائم الخضرة يا قلبي وإن بان بعيني الأسد، دائم الثورة يا قلبي وإن صارت صبحاتي مسد. جئت في زمن الجزر، جئت في عز التعب، جئت في زمن الجزر، جئت في عز التعب. هشاش عنف وغضب 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 وغضب. Арсений Ельцов, самый известный гармонист Республики Мариэл, заслуженный работник культуры России и Мариэл, один из первых лауреатов государственной премии имени Ключникова-Палантая, дипломат многих республиканских и всероссийских конкурсов, трехкратный лауреат международного фестиваля имени Геннадия Заволокина «Играй гармонь». Аплодисменты! Ассаляму алейкум! Мир вам, дорогие гости! Ахлян васахлян! Добро пожаловать, уважаемые! Мы рады приветствовать вас на мероприятии, посвященном палестинской и арабской культуре. Меня зовут Анна, и я буду вашим проводником, вашим гидом по легенде Востока, по колоритной, красивой, древнейшей стране, подарившей миру множество пророков, ставшей свидетельницей зарождения мировых религий, по святой земле Палестине.
Но прежде чем мы с вами отправимся в путешествие по Арабскому Востоку, в сердце мировой цивилизации, в святую Палестину, в нашу волшебно-завораживающую экскурсию направит нас директор теплого гостеприимного дома культуры «Ровесник» Балыбердина Светлана Александровна. Добрый день, дорогие друзья! Нам сегодня в Дворцу культуры «Ровесник» очень приятно встречать всех вас в наших арт-пространствах. И сегодня мы продолжаем двигаться в нужном и заданном направлении. Мы проводим фестиваль «В дружбе народов. Единство России». И сегодня у нас открытие замечательной выставки. Сегодня у нас День палестинской и арабской культуры. Мы надеемся, что дружеское общение и приятное пребывание в нашем дворце вам запомнится. Но мне хочется еще сказать слова огромной благодарности нашим партнерам и нашим руководителям, при поддержке которых реализуется этот проект. Это администрация города Чебоксары, Управление культуры и развития туризма города Чебоксары, наши замечательные партнеры, Туристический информационный центр и Объединение библиотек. Спасибо вам, дорогие друзья. Мы с вами вместе. Кто он? Это человек. Для нас он иностранец. Человек и иностранец с большой буквы. Это человек-созидатель. Человек-посланник. Посланник добра. Посланник любви. Посланник мира и дружбы. Вот уже более 30 лет он живет в России, и каждый свой день он создает мир. Каждый день своей жизни посвящает укреплению дружбы между народами и странами через душу, через искусство, с верой и высшим благим намерением. Жить в свободном добром мире, жить в мире без войны. Президент региональной общественной организации Чувашской Республики, Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, председатель Чувашского отделения Международной общественной организации Императорское православное палестинское общество, организатор и идейный вдохновитель международной художественной выставки «Палестина глазами российских и зарубежных художников», которая проходит во многих городах Российской Федерации, и открытие 34-й международной художественной выставки в сюжетах зарубежных и российских художников «Душа Палестины» проходит сегодня здесь, в рамках Дня палестинской и арабской культуры. Доктор права Аль-Балуи Басам Фатхиев. Добрый день, дорогие друзья. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва ахлан ва сахлан бикум. Добро пожаловать вам всем. Сегодня это событие, возможно, можно называть историческим. Потом почему историческое? Потому что это впервые День культуры палестинской и арабской культуры отмечается вместе. У нас были дни культуры Палестины только, а теперь и Палестина, и арабская культура. Очень я рад вас всех сюда приветствовать. Палестина живет в сердце каждого россиянина, каждого человека, даже я бы сказал, который родился на земле, хоть он мусульманин, хоть он христианин. Для христиан это самое главное место паломничества, там, где родился самые честные, самые добрые, самые прекрасные, самый такой человечный человек Иисус Христос. А для мусульманов это первая кибла. Первая кибла о многом говорит. Они все направлялись туда, чтобы молиться. Я бы даже больше сказал, что она важна очень и даже для неверующих. Потому что это святая земля, по которой всегда на протяжении истории все народы тянулись к ней. И поэтому не случайно, что, к великому сожалению, на ее земле уже много тысяч лет неспокойно. Не 100 лет, а много тысяч лет
от одной оккупации к другой, к третьей, иногда и по 300, по 400 лет. Но последняя оккупация стала самая страшная. Началась 15 мая 1948 года, где выдергивали народ полностью из корня и выкидывали за пределы своей страны. И в результате за пределы Палестины 13 миллионов почти беженцев, а внутри Палестины 7. И они беженцы у себя на родину. И перед вами человек стоит, который не может увидеть свою матерь уже 24-й год. Не может с ней встречаться, не может посетить родину, которая находится в блокаде. В секторе Газа. Но это ничего не может изменить, потому что я люблю свою матерь и хочу увидеть свою родину. И мой народ всегда стремился к справедливости. Единственное желание моего народа — жить у себя на родине в мире и в счастье, больше ничего. У себя на родине, как вы здесь живете у себя на родине. И никогда зло не сможет победить добро. Сегодня, для того, чтобы ознакомиться с культурой Палестины и арабского мира, если не будете знать историю любого народа, который хотите знакомиться с его культурой, вы не поймете до конца его культуры, не сможете углубляться в его культуру. Вот я поправляю ведущие, я в Чувашии 30 лет, а в России 39 лет. Сейчас 40-й год пошел. И для того, чтобы мне знать Россию, культуру России, культуру народов России, мне потребовалось в первую очередь изучать историю России. Это история, которая народов, великих народов, которые смогли объединиться, победить во всех войнах, во всех агрессиях, нападениях, которые пытались ставить этих великих народов на колени. Вот что значит единство. Хочу вам сегодня пожелать ознакомиться с арабской культурой Палестины и с арабской культурой, посмотреть мастер-класса блюда хумус, который ей более 7500 лет в Палестине она готовится. Это неудивительно, что такое блюдо есть, и благодаря ее много веков, много тысяч лет народ сохранился. Оно практически заменяет мясо, но очень такая блюдо, которое знает уже во всем мире, и в России в том числе. Познакомьтесь с палестинским чаем, как палестинцы делают чай. Попробуйте и арабские финики, и арабские восточные сладости, и много чего. Поэтому для того, чтобы сейчас вас ознакомить, в первую очередь хочу сказать, вот эти художники, часть из них оказались здесь и сзади, так что нас извините, будете нас извинять, потому что структура немножко оказалась меньше. Наши художники числятся почти 300 художников из России и других стран. В основном у нас русские художники, они люди очень светлые, очень добрые, они пишут шедевры. Они очень знаменитые, среди них вы увидите и московские художники, и скульпторы. Вот здесь масло Валентина Ивановна, вот она там стоит. Прекрасный художник, вот Ильин Александр Владимирович Нагорнов, профессор Данилов Анатолий Васильевич, ну и многие другие со всех городов России. Так что вы увидите их работы и ознакомитесь с ними. Сзади вас там, я могу потихоньку подойти туда, вот здесь и палестинский флаг, российский флаг, палестинская национальная одежда, вышивка в Палестине уже много-много тысяч лет. И так у нас женщины обычно одеваются. Вышивка, конечно, очень... Всегда я даже видел, когда мама, бабушка, это они делали, это о многом говорит. Каждый символика здесь что-то означает. Это не просто вот взяли что-то вот делали. Вот и здесь... Это специально из Палестины привезли. Карта Палестины внутри, как вы видите. И здесь из редких и камень садов сделана эта работа. Это глина. Это очень известная история. Мухаммад
Дорра. Его папа обещал ему купить велосипед, если он в 5 классе закончит с отличием. И он закончил, и они пошли купить велосипед. И, к сожалению, оккупационные солдаты стреляли. Он с отцом прятались за мусорный контейнер. 40 минут французское телевидение снимало, как в них стреляют. И отец кричит, показывает рукой: здесь ребенок, что вы делаете? И пока они не застрелили ребенка в сердце, не прекратили стрельбу. Мухаммед ад-Дорра стал символом мучеником палестинских детей в Палестине. Его имя теперь носит улицы, его имя знают все в мире. И не только в Палестине, во всем мире уже почитают память его. Это работа палестинских авторов из глины. Здесь, как видите, купла мечеть Аль-Акса. Мечеть Аль-Акса вообще-то это не здесь, это рядом. Это купла, где, да, это где камень, на котором Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, прилетел в Иерусалиме, Исра валь-Ми'радж. Вот здесь из Корана тоже надписи, все на арабском языке. Я думаю, братья мусульмане, татары учат хорошо Коран, знают, читают его наизусть на арабском языке. Ну, здесь Императорское православное палестинское общество, ее отделение в Чувашии, этой организации 140 лет, ее возглавляет на сегодняшний день отец Россия Степашин Сергей Вадимович, и мы недавно с его подачи открыли филиал. Вот уже, как филиал открыт. Палестинский народ любит всякие куклы. Да, меня было неожиданно, когда избили Кровоград. Очень интересная Елена Кадеева, художник. Вот такая вышивка сделала палестинская и участвовала у нас в Девятограде в прошлом году 6 января, в этом году получается 6 января, день Рождества. Это великий друг палестинского народа Кураков Лев Пантелеймонович, который создал Ассамблею народов Чувашия и который создал Дома дружбы народов. Мы его уважаем, ценим, и поэтому он всегда будет жить в наших сердцах. Вот мужская одежда перед вами, как мужчины иногда одеваются в нашей Палестине. По сей день так одеваются. То есть есть такие места, где они так одеваются. Мы можем дальше пройтись, где у меня ведущий прячется. Я думаю, что мы сегодня не будем делиться на группы. Мы пойдем с вами одной группой, и ведет наша ведущая Анечка. Вот здесь картина. Великий палестинский художник Иман Абу-Штайя написал «Палестинская девушка, национальная палестинская одежда». Посмотрите, какие расцветки. Какие расцветки. Сзади нее Иерусалим, мечеть Аль-Акса. Здесь эта картина написала знаменитый художник из Марийской республики, Поспехова Марина Александровна. Она причем соединила и чувашские церковь Татьяна, и самолет, и вот голубь, который несет Алексей II Патриаршая площадь в Иштарале. Она сказала, что в этом месте мы познакомились, поэтому она решила вот таким образом эту картину написать. Великий палестинский художник Сулейман Мансур, палестинские женщины, которые всегда трудятся, собирали урожай апельсиновый. Вот видите маленькие картинки вокруг. Смотрите, какая национальная одежда, такие лица у них. А вот здесь мечта возвращаться домой, молитва о Палестине. Написал Раис Катнани эту картину, один беженец палестинец. Вот ключ – это символ палестинцев возвращения домой. Когда в 1948 году 15 мая изгнали палестинцев, сказали: вы на 3-4 дня уйдете сейчас, берите с собой ключи и так далее. Потом закончатся эти войны и вернетесь назад. И вот с 15
мая 1948 году они ждут возвращения домой. 75 лет. Тому был 1 год, сегодня ему 75. Вот моя мама была 14 лет, она 80 с чем-то лет. И до сих пор ей не разрешают возвращаться домой. Вот она, в чем заключается судьба российского народа. Здесь автор, чувашская девушка, очень интересная, Щернина, с Новочебоксарска, город Новочебоксарск. Сама написала эту картину, она сама восхищается палестинское платье с вышивкой. Она очень активная у нас из первых художников, которые даже посетили Иерусалим, и там она там еще написала картину. Пожалуйста. А сейчас, дорогие гости, прошу вас пройти со мной, прогуляемся по святой земле Палестине. خبرهن عاللي صاير بلكي بيوعى الضمير يا صوتي ضلك طاير زوجة بهالضماير خبرهن عاللي صاير بلكي بيوعى الضمير خبرهن عاللي صاير بلكي بيوعى الضمير. Добро пожаловать в пространство Палестины! Ахлева Сахлин, святая земля Палестина. А тебе, Палестина, эти картины, а тебе, Палестина, они говорят, эти горы равнивы, города и оливы, о священной земле, о священных садах. В этом волшебном пространстве вы видите картины российских и зарубежных художников. Это лишь малая часть картин, представленных сегодня здесь на открытии 34-й международной художественной выставки в сюжетах зарубежных и российских художников «Душа Палестины». Цель выставки – воспитание у подрастающего поколения понимания и уважения культурных традиций других народов, готовности поддерживать отношения дружбы и сотрудничества с представителями разных стран, привитие чувства доброты, справедливости, гуманизма, толерантности и других общечеловеческих качеств, развитие и укрепление культурных отношений между народами России и Палестины, посыл к миру и согласию между народами всего мира. Каждая картина сюжетна, каждая картина – это душа. Душа Палестины в душе каждого художника, душа палестинского народа. В пространстве Палестины экскурсию по сюжетам картин проведет доктор права Аль-Балуи Басам Фатхи. А также, дорогие гости, приглашаем принять участие в познавательном квизе «Русская Палестина», примерить арабские костюмы и сделать памятные фотографии. Попробовать сделать своими руками красивую арабскую обувь с завитками. Бабуши – это мягкие кожаные туфли, часто с загнутым кверху носком и плоской подошвой. Были изобретены в Марокко по отдельным фрагментам. Собрать восточную пословицу воедино. Своими руками сделать красивые книжные закладки и кулоны с узорами в арабском стиле. Приглашаем также принять участие в мастер-классе Мехенди «Роспись натуральной хной по телу». В отличие от классических татуировок, получивших распространение в Европе, люди Востока отдавали предпочтение способу украшения своего тела, который не причиняет вред здоровью и не повреждает кожу, является временным украшением тела, держится около 4 недель. Также сегодня здесь пройдет презентация книги, которую перевели доктор Басам и его супруга.
Дорогие друзья, продолжение рассказа о картинах палестинских художников. Вот здесь начну слева. Картина Имад Абу-Штайя «Мечта о свободе». И вниз, сверху, как видите, символ свобода всех людей земного шара, Че Гевара и Виктория, победа над ней. Маленький ребенок смотрит на Бога, призывает его. И вот карта Палестина, треугольник сверху. Это гениальный палестинский художник Имад Абу-Штайя, знаменитый на весь мир. Его картины продаются в разных странах мира. Здесь две картины, а палестинская мать, писал их Исмаил Шаммуд, уже покойный великий художник, председатель Союза художников Палестины, много лет назад, к сожалению, его не стало. А это работа Агунит Тамамян из Татарстана. Она написала создатель Организации освобождения Палестина Фатхи Ал-Малави, который тоже живет и написала перед ним мечеть Аль-Акса. Вот. Дальше, значит, мы смотрим Ширин Абу Акле. Ширин Абу Акле – знаменитая журналистка на весь мир. 11 мая она вышла на работу, израильские снайперы взяли и застреляли ей в голову. Ширин Абу Акле имеет двух гражданств, и Палестина, и Америка. Несмотря ни на что, если Израиль совершает преступления, то запрещено расследовать ее. Они стоят выше закона, выше международное право, и поэтому даже Америка простила и об этом забыла. Они себя называют избранным Богом, хотя Бог сказал, что все для меня как основатель, может, все равны, как расческа равны. Нет у меня это лучше, это хуже. Все они рабы мои, я их создал, чтобы они жили в мире, в дружбе. Вот, и, к сожалению, с 11 мая по сегодняшнему дню ее запрещают расследовать. И вы все, наверное, увидели в телеканалах, как нападали на нее похороны, как они били, кто носил ее гроб. Это было чудовищное преступление в этом году. Дальше. Ну вот, ведущая Анна Геннадьевна написала стихи про Ширин Абу Акле, когда она увидела все, что произошло еще в мае, 11 мая. Стихотворение мое называется «Икона палестинского народа». Она – икона палестинского народа. Она – икона палестинских новостей. О правде страшной у палестинцев дома. В своей стране уже так много дней они живут под гнетом оккупантов. Она под бомбами оповещает всем, чтоб мир услышал только истинную правду о том, кто убивает их реальность информационных тем. Жилетка пресс, на голове защитный шлем. Идет туда, где убивают земляков, где льется кровь, весь мир же знает кем. Из года в год, день ото дня и вновь. Ее душа пришла на землю защитить, чтоб подарить бескрайнюю любовь народу своему. 11 мая, РИП. Прости, Ширин, не уберег. Покойся с миром, Палестины, дочь. Ты много сделала, чтоб победить. Твой путь продолжим мы твой народ. И ты жива для нас в наших сердцах. Ты завещала нам в свободе, мире жить. Дальше, дорогие друзья, продолжаем здесь. Сулейман Мансур показывает роль женщины-мать. Через ее матку проходит вся человечество, весь палестинский народ. Какая бы ни была профессия, все короли, все президенты, все вожди, все простые люди проходят через ее матку. Здесь Сулейман Мансур
Это выдающийся художник Палестины и мира. Палестинскую свадьбу, палестинская национальная одежда показывали. Раид Катнани, писарь палестинского старика, и на его лицо вся история Палестины, история страдания своего народа. А вот эта картина из книги «Любовь и хлеб», о котором я сейчас вам расскажу. Все, кто прочитали эту книгу, сказали, что она изменила их жизнь. Я думаю, будет возможность, потому что она с сегодняшнего дня будет подарена ДК ровесника, будет всем возможность прочитать и ознакомиться с этой книгой. Здесь Халид Иса написал картину «Судьба любого палестинца». И мечта любая женщина, любая девушка спать спокойно у себя на кровати, но никак не на улице, никак после как разрушили ее дом, и видит только ужасы во сне. И это не ужас, она видела их в ясности, и теперь во сне только это и видит. Здесь картина великого палестинского художника Файза Аль-Хасани, представителя художников в секторе Газа, возвращение домой в свободном Иерусалиме. Он так видит, когда будет возвращение. Здесь Кучергина Ирина написала картину «Мирный день в Палестине». Кучергина Ирина, она живет в Комсомольск-на-Амуре. Туда и обратно, отсюда 25 тысяч километров. И она является участником всех наших выставок. Здесь картина написал Павлов Александр Вячеславович, знаменитый чувашский художник. Это Ширин Абу-Аклу. И в ответ он написал: вы никогда не сможете заглушить правду, не сможете заглушить наш голос. Здесь из стекла работа. Это работа Ирина Наумова, единственный специалист в Чувашии по этому виду искусства. Про книги «Любовь и хлеб» могу сказать, у нас у всех понятия ясные. Любовь – это жизнь, и хлеб – это жизнь. Без любви жизни нет, и без хлеба то же самое. Очень много народу на Ближнем Востоке и в мире, 90% их еда один хлеб. Вы понимаете? Поэтому эта книга основана на реальных событиях. Этот роман писала Асия, девушка, которой было 4 года, когда разогнали ее из дома в 1948 году. Когда оккупировали Палестину вместе с семьей, она все рассказывает, что с ними произошло, когда они были маленькими детьми, и как выросли, и как состоялись в жизни, ее мировоззрение о жизни. Книга очень известная, ей больше 40 лет, но она переведена была больше года назад, и была напечатана типография Кабинета министров Марийской республики. Дорогие друзья, я вижу, сюда в зале к нам приехали 2 великолепных художника. Максим и Алексей. Я вчера имел честь с ними познакомиться и посмотреть их выставку, которая открылась в художественном музее Новочебоксарск. Их шедевры. Рекомендую всем обязательно поехать в город Новочебоксарск, в художественный музей и посмотреть их картины и как они написали эти шедевры. Ничего такого раньше я не увидел. Поэтому я могу предоставить им несколько слов, чтобы они сказали. Они первый раз, наверное, в Чебоксарах, первый раз в жизни, да? Да. Первый раз в жизни в Чувашии приехали. Так что, Максим, может, начнете, да? Спасибо, доктор Басам. Очень приятно, что... Действительно, на самом деле, мы только вчера буквально познакомились. Он сказал очень теплые слова. Он сказал очень теплые слова. Действительно, вы уже много лет в России живете и очень знаете историю и вообще общую ситуацию, болеете за все. Вот. Ну,
мы московские художники, но мы на Донбассе был несколько раз. Нас связывает Донбасс, у меня родня на Донбассе. И в Луганске, в Донецке мы ездили на командировки, были на передовой, видели смерть, смотрели на эти ужасы войны, которые чуть не попали в окружение, буквально сейчас в Изюме. Вот, чудом спаслись буквально. Господь спас. И вот сейчас получили предложение. Ну, мы общались давно уже. Здесь есть в Новочебоксарске очень хороший музей. Вот, и там руководитель его, Александр Владимирович Ильин, он, в принципе, он сканирует всю, скажем так, живописную палитру России. Он выбирает каких-то художников, которые нравятся, и привозит туда. Хотя музей небольшой, то есть такой камерный, но там очень достойные проводятся выставки. И Сергей Андреяка, и там, ну, такие, ну, Батут Угрожапов, очень крупный художник. Вот, от себя лично еще добавлю, я был рад увидеть силуэт доктора Басама. Просто у нас товарищ один, он работал в Эмирате Кувейт долгое время, приглашал нас, и поэтому у меня даже была серия еще по Кувейту, вот именно по такой удивительной такой арабской жемчужине. Вот, и Россия всегда помогала арабским странам, всегда отзывалась на их. Тем более приятно, что вы нас продолжаете. Хотел бы, доктор Басан, выразить вам особую благодарность, что вы нас пригласили, за ваше сочувствие Донбассу, потому что действительно это общая трагедия, как мы это все понимаем, и люди Донбасса, и народ Палестины, народ Сирии, вот где происходят вот эти вот противостояния, конфликты, где люди подвергаются военному, культурному насилию. И это Донбассу близко, и это близко вот вам, о чем вы говорите. Да, я здесь на выставке вижу картины, замечательные картины, в том числе вот, на христианскую тематику. Да, вот эти земли, вот, и Сирия, и Палестина, между Египтом находящиеся, являются такой колыбелью христианства. Вот. И для нас в первую очередь, да, ислама, конечно, для нас в первую очередь это ценно. Вот. То, что происходящее на Донбассе, вот, мы с большим трепетом воспринимаем, и то, что вот, Донбасс не оставлен, вот, на протяжении 8 лет все-таки люди уже как бы, вначале все-таки сомневались, что как бы, они брошены, никому не нужны, но все-таки и находятся везде по всему миру настоящие патриоты, сочувствующие, сопереживающие вот этой всеобщей трагедии, которую мы должны вот, победить, весь этот терроризм, который проникается в настоящие дружеские страны и хотят все-таки нас растащить, вот, расколбасить, разбить, но мы этого не допустим. И будем всячески, вот, как художники, вот, свою миссию нести культурным вот таким наследием, насколько это возможно. Вот. И замечательная выставка, еще раз вам спасибо, уникальные работы, восхитительные. Вот, позже я посмотрю более подробно, приобщусь. Правда. Спасибо вам. Дорогие друзья, еще посмотрите здесь. На земле, на святой земле Палестины бросается столько бомб, столько гранатов, чтобы хватит, чтобы посадить в каждом куске Палестины дерево, оливковое дерево, посадить рассадки. И очень палестинские женщины, палестинский народ использует эти остатки от бомбы для того, чтобы выращивать добро, чтобы показать их стремление к миру. Вот последний ужин в Палестине. Обычно в Палестине всегда кушали с одной блюдца. Одна блюдца. И сидели все вместе, обычно сидели на пол даже, то есть эти стулья и так далее. И кушали руками, кстати, то есть используя хлеб. Раньше особо ложки, вилки не было. И даже врачи говорят, что микробы, которые на наших руках, они с нами живут. Мы привыкли к ним, они с нами спят. А если микробы есть на вилке, ложке, они их не знаем, они чужие, они могут навредить. А эти нам не вредят. Вот. Здесь у нас Рождество написала художник из Кострома.
очень интересный художник. Она с нами, Вера Белых, она с нами с января этого года работает. Ну, это старая фотография с великим вождем палестинского народа. В 1991 году в Тунисе у него резиденция. Здесь работа из бронзы сделан председатель Союза художников Россия, Чувашское отделение, Нагорнов Владимир Порфирьевич. Вот здесь полностью характеристика этой работы. Эта работа сейчас состоит на выставке в Пензенской области. Выставка Иерусалим глазами российских и иерусалимских палестинских художников. Наш флаг никогда не опустим. Это работа Имад Абуштая. Чем можем, будем бороться, отстоять свои культуры, свои права на жизнь, свои права на свою культуру, на свою историю. Эта картина «Любовь и хлеб». И она как раз на афише книги «Любовь и хлеб». Работа Имад Абуштая. Каждый палестинец несет свою родину собой. Куда бы ни шел, он несет свою родину собой. И она с ним, любая страна в любом месте находится. Папа, я твоя опора. Девочка в шоке. Папа, который должен нести ей игрушки, должен нести подарки, конфеты, шоколадки, теперь сам нуждается в помощи. Это отношение между девочкой и отцом. Это судьба палестинского народа. Знакомая она вам в Донбассе, где лепестки бросают, но там часто ноги теряют. А здесь уже стараются ампутировать сразу всех ног у палестинцев, чтобы народа превратить в инвалидов. Написала эту картину Албалави Марина Васильевна. Она кандидат юридических наук, но любит рисовать. Она недавно даже прошла курс в педагогический университет и стала художником. Она моя супруга. Здесь иконная свобода. Иконная свобода Ширин Абу Акла. Написала ее Надежда Викторова из славный город, соседний город Ишкарала. Очень талантливый художник, психолог, замечательный человек, педагог. Здесь Татарстан. Гульсум Хазиева написала очень символичная картина и говорит: в раю пойдешь, Ширин Абу Акла написала она на арабском языке, и Ширин Абу Акла идет в раю. Очень много я хочу поблагодарить наших братьев татаров, которые принимают очень активное участие в писании картины о Палестине. Нам очень приятно, что их представители сегодня, здесь главные представители, находятся здесь с нами сейчас в этой минуте. Это работа художника из Пензенской области. Это Валентина Вилкова. Целая семья у нас пишут картины. Отец Андрей Вилков, мать Елена Вилкова и дочка Валентина. Они принимали уже участие в разных наших выставках, в том числе в 4 зарубежных выставках. Последняя была недавно, 18 числа, в Вифлееме. До этого было в Ерихоне. И причем в Вифлееме было в культурном центре России. Вот. Вифлеем – это, как вы знаете, святой город. Здесь картина с нашего выдающегося художника Марийской республики Иван Ямбердов. «Палестина, мать земли». И он показывает на лицо мученика, палестинская женщина, все на ее лицо, это трагедия. Здесь он на дерево, на оливковое дерево, которое более 5000 лет, показывает великих палестинских людей. Из них мой Сисо, поэт, друг, великий друг России и Советского Союза и других разных. Площадь, мечта о мире и свободе. Здесь мало кто, наверное, из вас знает, кто эта женщина. Это женщина Клавдия Васильева, или по-арабски Кульсум Ода.
Это женщина, которая связывала Палестину с Россией. Она родилась в 1800, не помню какого года, но эта женщина похоронена в Москве. И она переводила очень много работ русских поэтов, писателей с русского на арабском языке. Она знакомила палестинского народа с его с культурой России. Она сближала наших народов. И поэтому об этом, когда узнала художник из Татарстана, Агуник Тамамьян, она взяла ее написала. Это Назарет. Она родилась в Назарет. Назарет – это город Мария, мать Иисуса. Вот сзади Назарет, спереди вот наша Кульсум Ода, вот, или Клавдия. Ну, теперь здесь у нас картины, тоже я хочу о них рассказать. У нас есть здесь прекрасный профессор Валентина Маслова. Она много пишет по Палестине картин. Ее картины, они, может, небольшого размера, но очень большого значимости. Она сама и психолог, и даже лечит через картины, через терапию, как она называется? Арт-терапия. Арт-терапия. Она добрейший душе человек. Ее картины принимают участие в наших выставках. Сегодня 34-я внутри России выставка, а так у нас параллельно идут сейчас 10 выставок одновременно открытия во всей территории России. Так что можете потом поближе знакомиться с этими картинами. Уважаемые гости, давайте сейчас посетим один из кинотеатров нашей Святой Земли Палестины. Пройдемте, пожалуйста, с нами в следующий зал. Добро пожаловать в кинотеатр Палестины. Здесь, в этом кинотеатре, это особенный кинотеатр, здесь вы можете сейчас посмотреть 3 фильма о Святой Земле, и также здесь у нас расположена первая выставка уникальная детских талантливых рисунков. И сейчас ее представит нам заслуженный художник Чувашской Республики и Российской Федерации Митхат Алимзянович. Дорогие друзья, у нас существует проект «Палестина» глазами российских и зарубежных художников, где принимают участие как профессиональные, так и художники самодеятельные. Ну, наряду с этим проектом мы затеяли другую работу в Киеве. Первый проект у нас назывался «Я рисую Донбасс, я рисую Палестину». Она проходит под девизом «Народы разные, мечта одна, мир». Это то, что касается вот 2 народов, Донбасса и Палестины. Вначале были некоторые сомнения, не у меня, правда, у тех, которые принимали участие, но со временем все рассеялось, и дети в своих работах выражают искренние свои чувства по отношению к происходящему посредством своих рисунков. Здесь представлена небольшая часть этих работ. Первая выставка у нас прошла в Батальской детской школе искусств. И из более чем 300 работ мы отобрали 100 работ и сделали передвижную выставку. После Батальской детской школы искусств она переместилась в Москву, в Общественную палату Российской Федерации. Она проходила весной этого года там. И имела, в принципе, большой успех. Далее демонстрировалась в Казани, в Чебоксарах. А теперь уже вот и здесь. Это 5-я по счету выставка. А в Донбассе? Это 5-я по счету выставка, да. В конце августа этого года, по предложению нашего уважаемого доктора Бассама, через отделение Императорского православно-палестинского общества вместе с гуманитарной колонной было предложение, значит, выехать в Донбасс с этой выставкой. Я долго размышлять не стал, конечно, согласился. Повез работать в Москву, а далее уже через Москву вместе с гуманитарной колонной мы двинулись в Донбасс. Время было неспокойное, но, по крайней мере, чуть спокойнее, чем сейчас, наверное. Экспромтом там сделал выставку в городе Донецке, в Доме народного творчества и кино. Выставка продолжалась в течение 3 дней.
Ну, потому как дети там находятся, естественно, на дистанционном обучении, их было немного, но посещали взрослые. Отзывы были очень хорошие, самые добрые. И при этом я хочу сказать, что народ Донбасса очень доброжелательный, знаете, очень добрый. Нас принял у себя в своем помещении Виктор Юрьевич Сивоконенко. Это тот человек, который первым ворвался в здание администрации, откуда, скажем, выгнали вот этих фашистов и так далее. И с тех пор все началось. Это было в 2014 году. Мне приходилось встречаться и с бойцами, и с обыкновенными солдатами, офицерами. И вот после всего этого у меня не осталось ни капельки сомнений в том, что народ этот мужественный, что дело будет доведено до конца, и все закончится победой российского народа. Как говорил доктор Бассам, зло никогда не победит добро. Таким образом, пока еще эти дела, скажем, не закончены, пожелаем нашим бойцам, нашим российским солдатам удачи в этом своем деле. Вот смотрите, здесь представил я 10 палестинских, 10 работ, посвященных Палестине, и 10 работ, посвященных Донбассу. Таким же образом, вчера в художественном музее представил также 20 работ. Вот художники были, они оценили работы детей, сказали, что они очень удачные, очень хорошие работы. Искренние слова очень сказаны с их стороны. Вот, хочу сказать, что здесь представлены работы не только Батьевской детской школы искусств, а всего, со всей России собраны работы, также и работы детей Палестины. Они по электронке присылают нам, мы потом получаем как бы изображения вот таким образом и выставляем их. Другого пока у нас другой возможности нет, получить их работы. Как видите, они выполнены разной техникой, где-то плакаты, где-то реальные работы, где-то акварель, где-то гуашь. Но как бы они ни рисовали, они выражают искренне свои чувства, свои отношения к происходящему. И потом, заметьте, пожалуйста, мы с детьми не рисуем ни войну, ни сцены насилия, а вот через символы, через посредство своего видения они выражают свои добрые чувства по отношению к тому, что происходит теперь и в Донбассе, и в Палестине. أرضي هم محتلوها داري هم من هدموها عائلتي يوم حبسوها وطفولة عمري قتلوها أرضي هم محتلوها داري هم من هدموها عائلتي يوم حبسوها وطفولة عمري قتلوها وأتوا ليقولوا عن وطني أنه وطنهم وبلادي تاريخي سكني أصبحت بلدهم وأتوا ليقولوا عن وطني أنه وطنهم وبلادي تاريخي سكني أصبحت بلدهم والقدس هل يعقل يا ناس تمسي ملك المحتلين هل هي عاصمة الأنجاز بل هي عاصمة فلسطين وستبقى وسنبقى. Выставка данная будет иметь продолжение, она потому как передвижная. Но заметьте, пожалуйста, мы задействовали теперь другую программу, как бы другой проект, ответный такой. Если мы до этого рисовали с вами с художниками Палестину, то теперь проект называется «Я люблю тебя, Россия», где инициатором вышли наши вот эти самые уважаемые доктор Бассам и мы в том числе. Куда включатся также художники Донбасса, вот московские друзья тоже решили поддержать, художники из России, но в том числе и зарубежные художники. Активно работают Сербия, Палестина. В конце ноября будем подводить итоги вот этой выставки. Она опять-таки будет проходить
не только у взрослых, то есть не только взрослые художников работают представлены людям, также и детей. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Ближневосточная страна Палестина. Эта земля священна для иудеев, христиан и мусульман. Слово «Палестина» происходит от названия древней страны Филистии, которую населяли хорошо известные по Ветхому Завету филистимляне. Палестина глазами художников России выставка под таким названием открылась в Казани. Около 50 работ представили мастера кисти из Палестины, Татарстана, Башкортостана, Республики Мариэл, Чувашии, Хакасии, Вологодской и Кировской областей, а также Санкт-Петербурга, Москвы, Кирово-Чепецка и Ярославля. Именно в Чувашии проживают активисты и их лидер доктор Басам, которые смогли организовать очень сильную, своеобразную палестинскую общину, которая и является во многом центром, наверное, культуры арабской в Поволжье и на Урале. А в нашей республике представители арабских государств представлены в большинстве своем студенчеством. Большую часть зрителей выставки составили студенты из арабских стран, которые в этот день отмечали выпускной вечер. Организатор и вдохновитель выставки, президент Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, академик Международной гуманитарной академии Европа-Азия, доктор права Аль-Балуи Бассам Фатхи. Палестина глазами российских художников. Эта идея пришла давно, мы сейчас ее реализуем. Первому, который пришла вообще эта идея, которую начали в мире, был Иззеддин Аль-Калак, дипломат палестинский, который в 70-х годах, к сожалению, был убит израильской разведкой в Париже. Вот, он был послом Палестины в Париже. Он собрал со всего мира всех художников, и они организовали выставку в Бейруте, в Ливане, «Палестина глазами художников мира». Открывал ее покойный вождь палестинского народа Ясер Арафат. И его цель была объединить всех людей мира, чтобы через искусство добиться, чтобы в мире был мир, была дружба, чтобы никогда не была война, чтобы закончить оккупация Палестины. Эта картина называется «Палестина. Мать земли». Потому что в Палестине как раз родились все религии, родился Иисус Христос. Самое главное место мусульманов, мечеть Аль-Акса, и христианов. И он показывает здесь мать этой земли, которая от горя, от оккупации, от потери Родины, в таком ужасе. А здесь он показывает оливковое дерево многовековое, которое 5000 лет. И на ней показывает великий палестинский поэт Муин Псисо. На полотнах оживают уникальные мусульманские и христианские святыни, мечети, храмы, живописная природа, места паломничества, этнография и археология Палестины, памятники библейской истории, сцены быта, портреты обычных людей, роскошные вековые оливы под южным солнцем, каменистые горы, пустыни, долины, улочки и рынки. Последние являются обязательной частью культуры городов Палестины. На полотнах изображены Иерусалим, Иерихон, Наблус, Газа, Самария, Хеврон. С историей и бытом средиземноморской страны в Доме дружбы народа Татарстана можно будет познакомиться до 30 августа. Палестина и Израиль. Краткая история конфликта. Что произойдет, если построить убежище для преследуемого народа в том месте, где уже живут люди? В этом ролике мы предоставим небольшую информацию о том, как зародился конфликт между Палестиной и Израилем, и о том, что вы можете сделать для достижения мира между народами этих стран. Во-первых, есть несколько моментов, которые помогут понять ситуацию. Первое. Большое количество евреев были вынуждены бежать из антисемитской Европы, особенно в ходе нацистского Холокоста. Сионисты спровоцировали массовую эмиграцию на территорию Палестины, которая в то время была британской колонией. Долгое время небольшие общины евреев жили рядом, бок о бок с большими общинами местных жителей. Но когда ООН предложила еврейским иммигрантам большую часть земли и назвала ее Израилем, для подавляющей части палестинцев это стало началом тотального разрушения их жизни. Они отвергли план ООН
и несколько арабских стран были втянуты в войну против Израиля. Израиль начал сопротивление. В результате свыше 400 палестинских городов и поселений было уничтожено. К моменту окончания столкновений Израиль контролировал 78% исторических земель Палестины. И когда 3/4 миллиона палестинцев, которые бежали или были изгнаны во время конфликта, попытались вернуться к себе на родину, правительство нового государства запретило им въезд. А оставшиеся сотни тысяч их родственников, палестинцев, стали жителями второго сорта в новом государстве, где евреи стали большинством. Сегодня палестинцы и их дети в количестве нескольких миллионов заселились в основном в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Миллионы палестинцев рассеялись по всему свету, причем многие из них до сих пор живут в лагерях для беженцев и мечтают однажды вернуться к себе на родину. Резюмируем вышесказанное. Одна группа иммигрантов обрела столь желанный дом, но в ходе этого образовалась другая группа иммигрантов. И второй момент, который нужно понять. Израиль был основан в качестве государства для евреев. А теперь следует задать вопрос, а что это в точности означает? Было множество идей о том, каким должно быть еврейское государство. Предлагали идею равенства для всех граждан. Но на практике возникло не что иное, как узаконенная дискриминация, направленная на неевреев. Другими словами, как это видно на карте, области, помеченные голубым, демонстрируют желание правительства обрести максимальную часть земель и ресурсов для евреев, а не для палестинцев, живших на этой земле. Вот почему на территории Израиля у евреев особые привилегии, включая право на землю и недвижимость. Палестинцам, которые составляют 20% населения Израиля, в этом отказано. Этот же момент объясняет тот факт, почему Израиль до сих пор не определился со своей территориальной границей. На территорию сектора Газа и западного берега до сих пор пытаются претендовать с тем, чтобы присоединить ее к тем землям, которые им удалось захватить в ходе войны 1967 года. С тех пор Израиль возвел несколько еврейских поселений по всей территории захваченных земель на западном берегу, строя города исключительно для евреев и снабжая их инфраструктурами, такими как дороги, военные лагеря, школы, колледжи. Считается, что военная оккупация – это временное явление, но спустя 40 с лишним лет она становится чем-то постоянным и абсолютно несправедливым. На западном берегу еврейские поселенцы и палестинские жители живут на одной и той же земле, но в рамках двух совершенно разных систем закона Израиля. Еврейские поселенцы контролируют природные ресурсы, включая воды и посевные земли. И они получают поддержку от израильской армии. Для закрепления режима оккупации Израиль разрушил тысячи палестинских домов, уничтожил фермерские хозяйства и сады, конфисковал палестинские земли, способствовал сокращению численности населения в Газе и наказывал за сопротивление путем рейдов, арестов и убийств. И все это ради того, чтобы получить как можно больше земли. Все это усугубило положение палестинцев до такой степени, что они были вынуждены бежать или были слишком запуганы, чтобы сопротивляться. Палестинцы сражались за свою землю. Десятилетиями они пытались отстоять свободу страны путем вооруженной борьбы. И это частично продолжается сегодня. Но большинство палестинцев вместо этого выступают за коллективный протест против оккупации. Глубоко ранящая политика контроля, репрессий и насилия самым жестоким образом сказались на жизни палестинцев, живущих в режиме оккупации, а евреи живут здесь в качестве оккупантов. Это необходимо остановить и достичь мира ради будущего двух этих народов. Но теперь, когда мы объяснили суть проблемы, пришло время подумать над ее решением. Как насчет мирных переговоров? На данный момент получается следующее. Поддержка Израиля со стороны США ухудшила положение на западном берегу. США помогли Израилю в политике оккупации. Годами проходили многочисленные переговоры. А тем временем Израиль в массовом порядке увеличивал количество еврейских поселений и нарисовал новую карту этих земель. Мирные договоры – это хорошо, если они реальны, но не в случае, если они прикрывают факты захвата земель. Так что же получается? США, мировая сверхдержава, была ужасным другом. Она снабжала Израиль разрушительными видами оружия на земле Палестины и финансировала израильскую армию, самого большого получателя американской финансовой поддержки в мире.
Но есть другая сверхдержава, которая может все изменить. Это вы. В мире существует движение, в котором принимают участие сотни тысяч человек, таких же, как вы, включая палестинцев и израильтян, которые протестуют, изучают, разоблачают и бойкотируют с тем, чтобы организовать ненасильственное международное давление на Израиль, чтобы он прекратил нарушать права человека в Палестине. На протяжении истории, там, где правительство не могло восстановить справедливость, обычные люди, такие как вы и мы, брали дело в свои руки и побеждали. Наступил черед для Палестины обрести свободу и справедливость. Мы можем заставить Израиль остановить оккупацию и дискриминацию. Мы хотим, чтобы и у палестинцев, и у евреев было равенство, права человека. Мы можем изменить историю. Присоединяйся к нам. Это впервые в истории России, организуется такая международная выставка «Палестина глазами российских художников». Некоторые художники писали эти картины в Палестине, находясь там, но большинство их никогда в жизни в Палестине не были. И не посещали Палестину, они писали своими чувствами. Они читали историю, они 2 месяца знакомились, и про каждое место мне звонили. Участники из Сибири, из Татарстана, из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Нижний Новгород, из Ярославля, из Кирово-Чепецка, из очень многих городов России. Мы всех собрали как единая семья, единая команда, дружная команда. Наша цель – искусство во имя мира. Искусство для продолжения защиты прав людей на жизнь, детей на жизнь, счастья в этом мире. А что еще надо? Что еще надо? Мира палестинскому народу, мира всему народу мира. А для того, чтобы этот мир был, опять же, надо любить. Вот большой любви всем нам, в том числе чувашскому народу, палестинскому народу, да и всем народам нашей дорогой, милой, любимой земли. Доктор Басам организовал это мероприятие, и очень хороший проект, я считаю, который, в общем-то, впервые в России проводится, и на такой волне, что искусство за мир. Каждый художник, наверное, испытывает это как праздник. И выставка получилась, знаете, как бы неожиданной стороны. Поэтому очень приятно видеть картины. Анунаки – это Ану, это значит с другой планеты человек. Это первый из анунаков.
который спустился. После него уже появились тут Энки, там, Иштар. Вот эти вот богини, цивилизация пошла совершенно другим путем. Выставка направлена на защиту мира на Земле, чтобы люди жили в мире, в свободе, чтобы у людей была возможность развиваться, учиться, общаться с миром. Хотели показать в своей работе палестинский рынок, историю народа, историю искусства, народного искусства. И показать, что древние традиции, они существуют на земле. Именно собрались очень много русских художников, которые известны не только в России, уже во всем мире, как они видят Палестину и показывают Палестину в их глазах. والله يا حروف الوطن زي العبر بالصدر محلى محلى Выставка, которая имеет вот такие мирные корни, которые направление к развитию, направление к тому, чтобы люди понимали друг друга, любили и уважали вот эту вот ценность жизни. Для меня они ласточки. Это символика дружбы людей, друг друга никогда не бросать. Ласточки они такие, они никогда, если хищник нападает, они все кидаются, они побеждают. Вот я хочу, чтобы и палестинский народ, и чуваши всегда были, друг другу помогали в нужный момент, защищали. Вот такие должны быть, как ласточки. Thank you.
хочется отметить, вот, очень интересные есть работы, это очень приятно. Очень благодарен организаторам такого форума искусства мирового, российского и чувашского масштаба, объединяющий все народы, не только России, а всех тех, которые испытывают огромные боли и сострадания народу Палестины. Палестина – это святая земля. Туда стремились всегда художники, как и в XIX веке, так и до сих пор, и раньше. Поэтому, когда будет целостность этого, будет мир. Божьего благословения всем. Я хотел бы поблагодарить художников, участвующих в выставке «Палестина глазами русских художников», а также тех, кто ее организовал, в особенности уважаемое правительство и дружеский народ Чувашии, а также организацию Ассамблеи представителей народов, проживающих в Чувашской республике, и уважаемого доктора Бассам Аль-Балаев, президент Ассоциации дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Льва Пантелеймоновича Куракова, который эту здание построил, который основал Дом дружбы народов, который основал Ассамблею народов Чувашия, который был объединитель народа, который никогда не держал зло ни на кого и простил всех, кто в этой жизни его предал. И поэтому, проводя эту сегодняшнюю встречу, вот студенты подошли сейчас из разных высших учебных заведений, они обучаются у нас. Они показывают пример, они получают образование здесь, становятся послами Чувашской республики, Российского государства в других странах. Они будут сеять добро, они будут сеять согласие и мир. И мы должны поэтому всех уважать, всех любить, всех ценить. А палестинскому народу сказать, правда победит всегда. Сегодня, на самом деле, проходит очень прекрасное мероприятие, которое посвящено палестинскому народу и его культуре. Сегодня мы здесь, в России, живем мирно, существуем, но несмотря на это, значит, сегодня палестинские дети, старики страдают. Но то, что сегодня мы видели в разных картинах, значит, именно души людей, в том числе и детей, которые показывают со своими рисунками свою боль и так далее. Но я сказал сегодня, к сожалению, во всем мире идет двойной стандарт, который, а это чревато. Сегодня мы должны избавиться от Запада Америки, который они диктуют, к сожалению. Но нельзя говорить, что народ, проживающий в Америке и Западе, я не думаю, что они согласны действовать за своих правителей. Но хочу поздравить доктора Бассана, прекрасный, который созданный сегодня мероприятие, пожелать ему здоровья, чтобы скорейший он вернулся в свою родину, чтобы увидел те места, которые
Он родился, некоторое время жил. Ну, судьба его привела прекрасно нашему, значит, Россию, в том числе прекрасной Чувашской республики. И он гордится им, что вот такую большую работу делает. Спасибо. Мы вам предлагаем сегодня погрузиться в наше чудо, побывать, не выезжая в Чебоксар, знаменитой мечети Алякса, о которой уже доктор Басам рассказывал. И вот мы вас просим подойти, выбрать гид, встать потом на зеленый экран, и в конце вечера в нашей группе ВКонтакте будут фотографии, и вы, не выезжая в Чебоксар, окажетесь на палестинской земле. Вот такой небольшой наш подарок. Просим, подходите, пожалуйста, доктор Басам. Когда еще побываем? Никогда. Нет. Погодите. Сейчас мы пройдем в один из прекраснейших домов, арабских домов, где вас радушно, гостеприимно встретят арабская культура, арабское гостеприимство, арабская кухня. Проходите, пожалуйста. Для вас это будет поверье, но это правда. А когда в арабский дом приходит незнакомый человек, его ни о чем не спрашивают. Его гостеприимно принимают в арабском доме, 3 дня заботятся о нем, кормят, укладывают спать, и только через 3 дня он может сказать о том, что произошло, что случилось. То есть только через 3 дня у него спросят о каких-то ситуациях, которые произошли в его жизни. И если есть какая-то проблема, это не важно, это арабский человек пришел, либо русский, либо европеец. Он может поделиться своей ситуацией, и арабский народ настолько добрый, что они всегда пытаются помочь. Вот сейчас вы можете здесь посмотреть мастер-класс, о котором расскажет наш дорогой доктор Басам, и отведать после блюда арабские очень вкусные. Также будет мастер-класс по приготовлению арабского чая. Посмотрите, как он наливается совершенно таким необычным способом. И отведать марокканское блюдо тажин в особой посуде, в которой тажин готовится очень вкусный, и даже картофель имеет совершенно другой вкус. Вот эта посуда также называется тажин. Спасибо. Начнем мы с мастер-класса по хумусу. Дорогие друзья, хумус, что такое хумус? Это нут. Это нут. Его варят в скороварке. Если нету скороварки, то мочит 1 сутки и 8 часов воды, чтобы он приготовился. Это арабский нут. Впервые его выращивали в Палестине 7500 лет тому назад, до нашей эры. И с тех пор палестинский народ за счет него живет и существует. И все войны ему не помеха, что продолжать свою жизнь. Что сюда входит? Сюда входит кунжут. Кунжут пожарили из масла. И затем его перемололи в кофемолке. Он становится просто тахинным соусом. Туда добавляется в миксер варменый нут, паста кунжутная, чеснок добавляется, лимон добавляется, и все это крутится, затем стелится в тарелку. Что я сейчас вам и продемонстрирую. И украшается именно, да, это перец
Это газовые или ядерная бомба называется по-другому. Вот. Но благодаря этой блюду, которое палестинцы всю жизнь не кушают, и в 100 лет мужчина будет иметь детей. То есть поэтому... Все мужчины съедят его. Поэтому, когда оккупировали Палестину, они выгнали из Палестины где-то 1,5 миллиона за рубежом. Они сейчас, эти 1,5 миллиона, за 70 лет стали более 13 миллионов. И внутри Палестины оставалось там около миллиона, более 7 миллионов. Вот просто о чем я хотел сказать. Дальше мы открываем эту банку. Банки, когда крутим все вместе, ставим в холодильник в банках, и потом вытаскиваем, чтобы кушать. Вот, сейчас я сюда вытаскиваю то, что внутри у нас. Для такая блюдца, для такой тарелки, одна банка будет мало, поэтому я здесь запущу 2 банки как минимум. Да, до конца. Нет, не хочу. Аппетит поднимается. Очень красиво обычно подается это блюдо. И что удивительно, его кушают не ложками, не вилками, а хлебом. За этой целью мы сегодня заказали по заказу арабского хлеба. Я его привез горячим сюда. Ну, конечно, он сейчас остыл. Почти уже. Эх, не хватает музыки. Так. А где у нас Арсений? Нет, немножко. Медленно, да? Да, немножко. Мы вытаскиваем оттуда варенье, но не молотые тут. Его не мололи специально. Вот мы так делаем. Но это нут, это не обычный горох. Обычный горох, у него совсем другой вкус и совсем другой пользу. А нут это... Вот так украшаем. Из него, кстати, делаются котлеты, называются фалафель, из этого винута. И я на протяжении почти 40 лет в России, когда заходят русские в кафе арабские, кушают фалафель, мне очень нравятся эти котлеты. И всегда говорят, а это мясо, или баранина, но никогда никто не догадывается, что это нут. Здесь мы частично положили отсюда ядерная бомба вместе с чесноком, вместе с лимоном. Здесь 2,5 лимона. Вот. И мы сейчас сюда положим вот так. Оливки где? Оливки хорошо. Значит, я предлагаю первому, кто будет пробовать здесь, хозяйка. Заказать желание. Светлана Александровна, я прошу сюда. Я боюсь. 10 минут будем ждать. Я вам покажу.
Вот так сделаем. И подождите. Все, скоро у нас пополнение будет. Очень хорошо. Давайте там подходите, давайте не стесняйтесь, все подходите, берите хлеб и сами вот кладите на это. Угощайтесь, дорогие гости, очень-очень вкусно. Значит, вот эта Марамия, это святая земля Палестина. Она носит имя Мария, Мать Иисус, это святая трава, потому что когда Иисус в детстве болел, она варила его и лечила это. Вот я хочу, чтобы понюхали. Понюхайте раз. Это будет... Нет, это не яд. Это Марамия. Марамия. Да, можно? Да, Марамия. Понюхайте все. Галина Николаевна. Это Марамия, которую мы сейчас положим в чай. Да, она лечебная трава. Вот она носит имя Мария, Мать Иисус. Светлана Александровна, наш дорогой муж. Она даст чай необыкновенный вкус. И очень лечебный чай. Можно назвать? Тогда, как мы варим чай? Мне кипяток нужен. Там нет? Так. И кладем. Сейчас этой травы. Сейчас этой травы кладем в чайник. Как вы видите, сетка. И в Палестине, так, обычный чай берем индийский, вот кладем сюда чай, индийский чай, я его сделаю можно поделать, кипяток добавляем. И мы его сейчас ставим на плиту. Почему так не ставим? Потому что вода должна видеть все соки еще, чтобы чай, как говорится, по-настоящему ощущать. Его недолго там, 1,5 минуты до 1 на тихом огне. А плита, которую включить, можно его, знаете, еще с чем? Это очень важно для тех, кто поют, для голоса. Есть анисовый чай. Да, вот анис. Это настоящий анисовый зерна. Девочки, вот туда все понюхали И кто
не поет, не выступает постоянно, это очень полезно для расслабления. Это активно использует и мула. Все вот это читают Коран. Завтра после И чай. Ложки 3-4 такой чай. И как вы видите, здесь Аллах, Мухаммад и зеленый. Это знак, символ ислама, цвет ислама. И добавляем сюда воду. Сверху кладется лимон. Какой вкус? Украшается оливками. Высок красок. Не обожгись. Еще не пил. Салам алейкум, рахматуллаху ва баракатух. Мир вашему дому, здравствуйте. Сегодня мы присутствуем на празднике День палестинской культуры в Чувашской республике. Праздник очень интересный. Сначала был просмотр картин, потом посмотрели, как готовятся палестинские блюда. Ну, вот сейчас собираемся на концерт. Сейчас посмотрим концертные программы палестинцев и других национальностей. Неделю назад был наш День татарской культуры в этом здании. Здание очень удался, очень теплые, очень хорошие работники здесь работают. Я им очень благодарен. Надеюсь, доктор Басам тоже останется благодарным. Ну, всем советую посещать вот этот дом культуры. Доктор Басам Фатхи, алхамдулилля, шикер, алхамдулилля, я имею честь знакомиться с таким влиятельным, с таким талантливым человеком, который всю жизнь просветил и творчеству, и искусству, и религии, и, как сказать, международные отношения, чтобы уладить между религиями и между конфессиями. Я очень рад, что могу выступить перед вами. Просто перед чтением священного Корана я хочу насчет арабского языка сказать кое-что из слов пророка нашего, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал, арабский язык, у него спросили, в чем преимущество, в чем перед другими языками, в чем преимущество арабского языка. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, на этом языке ниспослан Коран, великий Коран, и на этом языке говорю я, говорит, Пейгамбар, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И на этом языке будем говорить и в раю. Вот сами подумайте, сами дайте себе анализ. Надо всем постараться, это я имею в виду мусульманам, на этом языке у нас Коран, мы должны постараться научиться арабскому языку и владеть с арабским языком, и чтобы и в джаннете, чтобы и там могли свободно на арабском говорить и оставаться в джаннете, это в раю. Спасибо огромное. Я хочу словами Всевышнего с первой суры из священного Корана, это у нас Фатиха, это значит подходит также имени нашего сегодняшнего уважаемого доктора Басама Фатих. Фатих это значит говорит, это открывающий, это как ключ нашему Корану. И я думаю, он открывает двери мира между народами всего и мусульманского мира, и христианского, и всего мира. Я думаю, пусть его имя
совпадают с его словами и со словами деяниями. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي أمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين الله أكبر спасибо огромное وعليكم السلام. А нашу концертную программу продолжит победитель Всероссийского конкурса патриотической песни имени Василия Ланового, лауреат Республиканского национального фестиваля «Радуга дружбы» и лауреат Межэтнического фестиваля «Альма-Матер», певица Валентина Семенова. Встречайте! Эти картины о тебе, Палестина, они говорят, эти горы, равнины, города и оливы, о священной земле, о священных садах. Солнце светит над нашей планетой, мы все ведь дети одной земли. Палестина, эти картины поют о тебе и о любви. Священна земля, священны сады, под этим солнцем будешь свободна ты. Под этим небом будешь счастливой ты. И мечеть Алякса защищает тебя, снегом белым невинным покрыта она. Вестник новой жизни, Палестина тебе, быть свободной, счастливой, прекрасной вдвойне. Солнце светит на нашей планете, мы все ведь дети родной земли. Палестина, эти картины поют о тебе и о любви. Священна земля, прекрасны сады, под этим солнцем будешь свободна ты. Под этим небом будешь счастливой ты. Возьмемся за руки, друзья, и скажем
скажем мы свободе да, возьмемся за руки, друзья. Любви, свободе скажем да, возьмемся за руки, друзья. И скажем мы свободе да. Еще раз. Возьмемся за руки, друзья, и скажем мы свободе да. Любви, свободе скажем да. Особенно эти слова актуальны сейчас. Возьмемся за руки. Вместе мы спасем мир. Спасибо. Песня «О тебе, Палестина», прозвучавшая сейчас, это песня собственного сочинения Валентины Семеновой. Спасибо большое. А на сцену приглашаем певца, лауреата первой степени международного вокально-хорового конкурса имени Лукина, обладателя редкого мужского тембра голоса как тенор, Шихадех Сухаиба, государство Палестина. Иностранец, который несет русскую культуру через великий русский язык, русскую музыку здесь, в России и в своей стране, через песни на русском и арабском языках. Песня о Палестине и о любви к своей родине, Маунтыне. Вторая композиция, песня на русском языке. Вы ее все наверняка знаете и подпеваете все вместе. «Старый клен» вместе с Арсением Яйцовым. В Маунтыне аккомпанирует Абай Абуд, государство Сирия. Также встречайте громкими аплодисментами.
تستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبد عيشنا المنكدا ذلنا المؤبد عيشنا المنكدا لا نريد بل نريد مجدنا التالي مجدنا التالي ده موطني الحسام واليارى لا الكلام والنزاع رمزنا مجدنا وعهدنا واجب إلى الوفاء يوزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا في علا قاهرا عيدا قاهرا عيدا كموطني А теперь на русском языке. Возьми меня, люби меня, украй той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, украй той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Помню той ночи, закрыла твои очи бабушки на дверь и лестничный проем. Пускаемся мы вдвоем. Парк Искандари, любовный муаре, песни о любви. С тобою навсегда прошу тебя, помни меня. Я провожал тебя домой под звуки птиц.
вставай, малыша, не говори. Возьми меня, люби меня, украй той беленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Свет фонарей гуляет по улице. Смотри, жемни глаза, обо всем я тебе расскажу. Колыбельную я тебе спою. Смотри, жемни глаза, и где в них доброта, где в них доброта. Я провожу тебя домой под звуки ты засыпала на моих коленях, а я стучился в бабушкины двери. Я провожу весь коридор, а ты все спишь. И вставай, малыша, ты мне говори. Возьми меня, люби меня, украй той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Мне кажется, эту песню все знаете, «Старый клен». Старый клен, старый клен, старый клен стучит в стекло. Приехала нас с друзьями на прогулку. Отчего не так светло? От того, что ты идешь на берегу. Отчего не так светло? От того, что ты идешь на берегу. Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел, словно в гости к нам я вдруг свернулась. Отчего так хорошо? От того, что тень не просто улыбнулась. Отчего так хорошо? От того, что тень не просто улыбнулась. Погляди на небо звон, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего гармон поет? От того, что
гармониста. От чего гармонь поет? От того, кто-то любит гармониста. Старый клен, старый клен, старый Громкие аплодисменты Шикадексу Фаик, Арсений Яйцов и великолепный аккомпаниатор Абуд Абай. Сейчас на сцену хочу пригласить светлого, чувственного, солнечного человека, которого мы очень любим, Балыбердину Светлану Александровну и посланника мира, добра и любви Аль-Балави Басам Фатхи. Дорогие друзья, уважаемый доктор Басам, вы знаете, сегодня мы здесь с вами находимся в такой доброй, теплой, семейной обстановке. Разные народы. Но заметьте, насколько нам приятно быть друг с другом. Как сегодня проходит тепло и торжественно по-своему наша встреча. Доктор Басам, спасибо огромное вам, вашей команде за подаренный сегодняшний день. И разрешите вручить благодарственное письмо главы администрации города Чебоксары, уважаемому доктору Басам. Выражаем вам искреннюю признательность за много... Так, ну вот очки, да. Убежден, что ваша плодотворная деятельность будет способствовать укреплению гражданского мира и общественного согласия, гармонизации межконфессиональных отношений. Ваш высокий профессионализм, активное участие в жизни города формируют бережное отношение к самобытным традициям. Примите искренние пожелания здоровья, счастья, успехов в достижении намеченных целей. Денис Владимирович Спирин, спасибо вам огромное. Мы очень рады знакомству и надеемся на долгие годы совместного сотрудничества. Дорогие друзья, я очень благодарен тому, что и глава администрации города Чебоксары помогает нам делать мир лучше, способствует таким образом, чтобы миссия самого светлого, самого доброго, самого прекрасного палестинца в истории человечества Иисус Христос, миссия мира, любви, радости продолжается на земле. У палестинцев другая миссия нет. Только распространить мир, любви, укреплять дружбе, независимо от того, настолько им больно. Но они живут по принципу, если тебе очень больно, обидно, очень горько, обидно и больно, это не повод кому-то сделать больно или кого-то обидеть. Поэтому мы будем продолжать, независимо ни от чего, поддержать мир на основе справедливости. И для нас никогда не было и не будет, и не бывает чужая беда. Любая беда заденет в сердцах всего палестинского народа. Мы хотим, чтобы во всем мире был мир. Мы хотим, чтобы ни одна мать не плакала по своему ребенку. Ни один ребенок не потерял ни мать, ни отца. И ни один человек не чувствовал себя угнетенным. Нам нужно всегда бороться за мир, бороться за справедливость и быть едины вместе, чтобы никогда не показалось кому-то, что можно заставить нас подчиняться злу. Зло должен проиграть перед добром. Другого быть и не может. Бог есть справедливость, и Бог любит справедливость. И мы также верим в Бога и хотим, чтобы справедливость распространилась
повсюду. Большое вам спасибо. День палестинской и арабской культуры и международная выставка – это органичное соединение разных видов искусства в художественное целое. Картины с сильными сюжетами о Палестине, музыка, танцы, поэзия и даже опера через искусство к миру, через искусство к дружбе. Ведущий солист Чувашской государственной академической симфонической капеллы Андрей Макаров. Встречайте громкими аплодисментами. Mano
красной девицей. Добрый молодец с красной девицей. Спасибо. Арабская культура объединяет все народы, способствует укреплению межнациональных отношений через мир, через дружелюбие, через толерантное отношение к другим народам, через улыбку, через гостеприимство. Искусство объединяет человечество. Ценности великого искусства победоносно проходят через бури земных потрясений. Под знаком искусства мы объединяемся. Именно только единением и дружелюбием можно строить во благо, в улучшение жизни. Сейчас перед вами выступят наши гости, которые сегодня пришли поддержать нас, своих друзей, окунуться в мир арабской культуры. Наши друзья с Индии. Встречайте! Тина Бхати, Абхай Салвал и Акшат Дата. Танец – это музыка живая. И недаром люди говорят: танцовщица – воплощение рая. В танце мир с гармонией царят. Тина Бхати, громкие аплодисменты! जब मैं हवा की दरिया लहरूं, सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, बावन गज का दामन पैर में टच चलूंगी, बावन गज का दामन पैर में टच चलूंगी। Абхай Салвал! Встречайте также громкими аплодисментами наших друзей! अपनावा मजबूरी नू आना जान दी मजूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चोरी नू रावाच बावाच ओनू लुका मा कोई मैनू ना रोके मेरी धूल जुदाइया दी कि बेखबर कि वे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बढ़िया जुदाइया दी गल बात कि वे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। दुनिया दी मजबूरी नू दुनिया
दी मजबूरी नू साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आरज़ियों नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल तुम्हारा है ज़िदारा ख्वाहिशा अधूरी नू वारी में जवा में तेनू बुला कल सारी ता होवे मेरे दूर जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे गलियां बनाइयां दी हर बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे Спасибо! Еще громче, 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 громче! Акшат Татар! तारे गिंगिया जिस फेरी पैदा जगा रातां नू रोक न पावा अखियां विच गमदियां बरसातां नू तारे गिंगिया जिस फेरी पैदा जगा रातां नू रोक न पावा अखियां विच गमदियां बरसातां नू ओ हो ओ हो के इश्क तेरा तड़पावे ओ हो के इश्क तेरा तड़पावे ओ हो के इश्क तेरा तड़पावे मैनू तेरे बिंदा हर पल ये तन्हाई दा दस मैनू नागिन वांगू मौसम तेरी जुदाई दा मैनू तेरे बिंदा हर पल ये तन्हाई दा दस मैनू नागिन वांगू मौसम तेरी जुदाई दा एक गल्ली मैं भुल न पावा तेरी मिठिया बातां नू रोक न पावा अखियां विच गमदियां बरसातां नू के इश्क तेरा तड़पावे ओ के इश्क तेरा तड़पावे ओ के इश्क तेरा तड़पावे ओ के इश्क तेरा तड़पावे दिल जला के रोशन कीता मैं ता तेरी रावां नू तुप लेके मैं कलियां तेरे वाल सुतियां जड़ियां चावां नू ओ दिल जला के रोशन कीता मैं ता तेरी रावां नू तुप लेके मैं कलियां तेरे वाल सुतियां जड़ियां चावां नू समझ न पाई कि तू मेरे प्यार भरे जज्बातां नू रोक न पावा अखियां विच गमदियां बरसातां नू के इश्क तेरा तड़पावे के इश्क तेरा तड़पावे के इश्क तेरा तड़पावे के इश्क तेरा तड़पावे Vamos! Thank you, dear friends! Thank you! Very much. Good job. Также встречайте такими же громкими аплодисментами
красивых девушек в красивых национальных необычных костюмах студия «Фифаль». Руководитель Шамаз Евгения Михайловна. теплая обстановка сегодня царит на нашей святой земле Палестине, которая объединяет сегодня все народы, все счастливы, семейная, дружественная, теплая обстановка. Приглашаем лауреата международных, всероссийских, республиканских конкурсов в Сочи, дипломанта 21-х молодежных дельфийских игр России в городе Красноярск, руководитель Малькова Ирина Сергеевна, Евгений Мальков со стихотворением «Ветка Палестины». Аккомпанирует Абай Абуд. Государство Сирия. Встречайте. Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины
ты украшением была. Вот ли чистых Иордана востока луч тебя ласкал? Ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал? Молитву тихую читали и пели песни старины, когда листы твои сплетали Салима, бедные сыны. И пальма-то, жива ль поныне, все так же ль манит в летний зной на прохожего в пустыне широколиственной головой? Или в разлуке безотрадной она увяла, как и дым, и дольний прах ложится жадно на пожелтевшие листы? Поведай, набожной рукою, кто в этот край тебя занес? Грустил он часто над тобою, хранишь ты след горючих слез? И Божьей рати лучший воин, он был с безоблачным челом, как ты, всегда небес достоин перед людьми и божеством. С заботой тайную хранима, перед иконой золотой стоишь ты, ветвь Иерусалима, святыни, верный часовой. Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест, символ святой. Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой. Спасибо. Сцену передаем народному вокальному ансамблю «Каприз» с песнями «Зорька алая» и «Ивушка». Ой, цветет калина в поле у ручья, парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду. Ой, не могу открыться
душа, моя душа, беспокойная, ты моя, за тебя, вся моя любовь стоит стеной. А душа, моя душа, беспокойная, ты моя, за тебя, вся моя любовь стоит стеной. Расскажу о том весне, лету расскажу, осени, зиме. Буду верной одному, только лишь тебе, сердцу своему. И спасаю от тоски, вера в чудеса и добрые желания. А душа, моя душа, беспокойная, ты моя, за тебя, вся моя любовь стоит стеной. А душа, моя душа, беспокойная, ты моя, за тебя, вся моя любовь стоит стеной. А душа, моя душа, беспокойная, ты моя, за тебя, вся моя любовь стоит стеной. А душа, моя душа, беспокойная, ты моя, за тебя, вся моя любовь стоит стеной. Вся моя любовь стоит стеной. Шихадех Сухаиб исполнит сейчас для вас романс на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Я вас любил». Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Не хочу печалит вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томил. Я вас любил так искренно, так нежно, когда я вам был, любимой без других. Я вас любил так искренно, так нежно, когда я вам был, любимой вы других. Браво!
взятия слова и для вручения благодарности и дипломов доктора права Аль-Балауи Басам Фатхи. Дорогие друзья, я вам всем благодарен за то, что вы сегодня с нами. Особая благодарность хочу выразить директору ДК «Ровесника» Светлана Александровна и коллективу, который работает как белка в колесе, как пчелы, все делает красиво и все дружелюбно для того, чтобы такие вечера укрепляли дружбы на долгие годы. И именно такие вечера играют огромную роль, чтобы мы знали друг друга. Палестина вкратце это вот старик, дед несет свою родину с собой в изгнание, и на войне шел. И когда подходит его конец, он поручает своему ребенку или внуку дальше носить. Вы живете у себя здесь на родину, а палестинцы родина в них живет, потому что они не могут жить у себя. Очень вам благодарен за все. Прекрасный вечер дружбы. Думаю, не будет последний. И я хочу вас сейчас пригласить на то, чтобы дипломы вручать. Кому не сделаны, я прошу потом дать мне фамилию, дать фотографию, чтобы все, кто сегодня принимал участие, получили по достоинству благодарственное письмо. И еще в конце у нас сейчас будет круг дружбы. В конце общее фото на память, которое пойдет на следующее наше мероприятие уже на приглашение. Так, я приглашаю сюда Светлана Александровна, самая такая активная, подвижная, светлая, умница. Слов у меня нет. И вот история Палестина, картина Медхат Шакиров. Это в пещере из книги Асия Абдул-Хади «Любовь и хлеб». Когда прочтете, уже узнаете эту картину. С какой момент? Иванову Сергею Николаевичу пригласил сюда. Этот светлый человек, умный человек, очень энергичный. Все работает от души, делает все очень быстро, мобильно и остается всегда в тени, не показывает себя. Даже сейчас я подумал, что его в зале нет, но слава Богу, он здесь есть. Большое вам спасибо, дорогой, за все. Показывайте камеру. Прекрасная Галина Николаевна Балахинчевой, которую я давно знаю. Очень мобильная, активная, умная. Большой вклад ее в успех сегодняшнего мероприятия. Матвееву Александру Анатольевичу, историку, умному человеку, заместитель директора, который очень много делает. Огромное ему спасибо. Ангелина Владимировна, прошу вас сюда. Федосеева Ангелина Владимировна, большое вам спасибо. Вот как сегодня, сколько она уже прыгала, бегала, фотографировала, а до этого сколько она работала. Молодец. Дина Геннадьевна, Топичева Дина Геннадьевна. Николаю Петровичу Киркину. Ему
большое спасибо за труд его, который мало кто видит, но результат есть. Сучковой Зинаиде Николаевна. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваш Ольги Николаевна. Карачевой, да? Карачевой? Маргарита Николаевна. Маргарита Николаевна возглавляет объединенные библиотеки города Чебоксары. Библиотеки – это спасение любое общество от безграмотности. За это огромное ей спасибо. Думаю, будем с ней сотрудничать на долгие годы. Марина Сергеевна Григорьевой. Самая маленькая у нас участница Сирия. Она очень красиво стихи читала. Молодец. Я его знал еще с детства. Очень активный, очень талантливый. Самый младший или самый маленький был поэт история Чуваши, наверное. И сейчас он настолько вырос. Столько он наград завоевал. Как он стихи читает. Как он Лермонтова читал. Боже мой, на сцене здесь ветка Палестина. Евгений Волков, который, я уверен, станет гордостью России, гордостью Чувашии. Он добьется в жизни огромных успехов. Спасибо. Спасибо его бабушке Ирина Николаевна, которая столько в нем вкладывает, боже мой, я их знаю сколько лет. Ангел и его мама Марина, которая тоже присутствует. Но просто они показывают пример, как нужно воспитывать человека в жизни. Как его сделать, как сформировать, чтобы он был полезен для общества. И наш прекрасный голос, вокалист, это, я не знаю, я уверен, что он станет один из самых лучших певцов России и мира, Андрею Макарову. Приглашаю сюда. И Арсений Яйцов, наш гость из Марийской Республики, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Марийской Республики. Пожалуйста. Всем спасибо. Будьте все здоровы и счастливы. Всем вам здоровья, самое главное, и мирного неба. Взаимно. Спасибо. Я хочу сказать, забыл сказать. Я люблю чувашский народ, красивый чувашский народ. Я уже много лет с вами дружу, много лет. Мне очень нравится чувашский народ и чувашская музыка. Спасибо. Спасибо. И наш замечательный кинорежиссер, который сопровождает все наши мероприятия уже много-много лет. И просто снимает шедевры. Вы увидите потом, какой этот фильм будет. Он уже более 50 фильмов снимал о наших культурных мероприятиях.
Подлазовику Виктору Александровичу, мой друг, которого я знаю более 30 лет. Ну, как вы оцениваете работу нашей ведущей? Ура! Ну все, значит, ваш голос самый справедливый. Мы вручаем благодарственное письмо. А для наших руководителей НКО, которые сегодня присутствовали, и наш дорогой муфти, мы попросим, чтобы они нам предоставили фотографии, правильно, как их называть, и обязательно достойно, торжественно вручим благодарственных писем. Большое спасибо.
мире жить. И чем крепче вы дружим и едины, тем лучше этот мир станет завтра. Мы одна семья на этой планете! Давайте соединим наши руки и сделаем большой круг дружбы. Для того, чтобы мир, дружба, любовь, согласие между людьми, принятие и взаимопонимание распространились на земле. Создадим единую, мощную, созидательную энергию и запустим ее в мир. Приглашаем всех на сцену для круга дружбы под песню «Жить». Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Человеку знать не дано, Сколько времени будет он жить? Но дано выбирать одно. Как ему с этим временем быть? Жить. Как научиться в мире жить? уметь любить, уметь прощать И до конца себя отдать. и до конца себя отдать. Жить, жить, жить. Как научиться просто жить с людьми родными рядом быть, Вместе мечтать, вместе любить и каждым мигом своим дорожить. Как можно простить врагу? Как не перейти черту? Как слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди? надеяться и верить. Прошлый день уже не вернуть. В этом будущей жизни суть. Передать, сохранить, простить нашим детям здесь еще жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить.
себя в свои 18. Музыка, спорт, стремление меняться. Тогда в мой успех никто не верил, но вопреки сумел я подняться. Я помню, как все кричали мне мимо. Учеба, работа невыносима. Единственный сын, единственный шанс. Дипломом ГУ, это мой стимул. В моей же истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома. Я слышал диагноз, я был-то в больнице. Смотрел им в глаза, смотрел прямо в лица. Уныние 0, желание жить не парочку лет, а минимум 30. Минимум 30, минимум 100. Никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено. Я сделал себя, чем ты хуже. Ты можешь так, но чем ты хуже. Хватайся за шанс своими руками. Меняй свою жизнь вместе с нами. Как научиться просто жить? Нам с тобой не воевать, не убивать, а человеком просто стать, а человеком просто стать. Просто жить.